Сфера жилищно-коммунального хозяйства и строительства – одни из приоритетных направлений в жизнедеятельности города. Причем первые, как правило, требуют к себе постоянного внимания и контроля со стороны руководящих лиц. Именно за эти два направления работы отвечает первый заместитель главы администрации. На встрече с представителями городских СМИ исполняющий обязанности первого зама Ильфат Сафин ответил на ряд заданных вопросов, интересующих журналистов. В целом, год для строителей и коммунальщиков выдался ровным. Что касается строительства, 2015 был ознаменован сдачей двух объектов социального назначения – детского сада в поселке Золото и художественной школы с городским выставочным залом. Полным ходом ведется и возведение жилых домов. На 1 декабря 2015 года введено у нас 20 712 квадратных метров жилья. Индивидуальное жилищно-строительство и также многоэтажная застройка. А так в целом по году у нас ожидается ввод в эксплуатацию по плану 25 150 квадратных метров. То, что в принципе эта цифра у нас реальная. Вот у нас в декабре еще будет ввод нескольких многоэтажных жилых домов. В этом году введен в эксплуатацию еще один объект – многофункциональный комплекс «Зауралье» общей площадью 5250 квадратных метров. В настоящее время строительство объекта ведется тремя организациями. Ими возводятся жилые дома по программе переселения из аварийного жилья и объекты социального назначения. У всех наших сибайских ведущих строителей организация определена объемом строительства и на 2016 год. В течение года продолжалась работа и по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего 84 дома Сибая были признаны аварийными. В период с 2009 по 2014 годы снесено 62 дома, вместо которых возведено 36 новых многоэтажек. В результате проведенной работы 1154 сибайца смогли отметить новоселье. В 2015 году для реализации данной программы выделено более 250 миллионов рублей. 2016 же станет кульминационным. Сибай, одним из первых в регионе, завершит работу по переселению граждан. Основной заказчик строительства соцжилья – некоммерческий фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан. В период с 2012 по 2014 год в рамках программы по строительству социального жилья введено 5344 квадратных метра и приобретено 132 квартиры. Из них 79 квартир – это для детей-сирот. Это большой объем выполнен, в принципе, для нашего города. В 2015 году введен в эксплуатацию дом, это по адресу Белова 12/2, где 12 квартир у нас предоставлены детям-сиротам, 8 квартир по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Также у нас ведется строительство 36-квартирного жилого дома по улице Индустриальное шоссе 16 и 21 квартирный дом по улице Кубишева 1. Это тоже по программе развития жилищного строительства Республики Башкортостан некоммерческим фондом. В 2016 году у нас планируется также строительство 72-квартирного жилого дома по адресу Индустриальное шоссе 14. На данный момент по данному дому проектно-сметная документация имеется, ориентировочное строительство намечается на 2016 год. Я думаю, что в первом квартале фонд примет такое решение и начнет строительство данного жилого дома. В городе имеются также дома, построенные на коммерческой основе. Не остался без внимания и вопрос восстановления здания сгоревшей филармонии. Мы на 2016 год попадаем. В первом квартале будет известна окончательная сумма на выполнение проектно-сметной документации. И также мы попадаем в 2016 году уже на начало работ по проведению капитального ремонта данного здания. Актуальной темой во все времена остается состояние дорог. За последние годы сделано немало в части ремонта проезжих частей на центральных улицах города – Ленина, Закивалиди, Кирова и проспекта Горняков. Будет ли продолжена работа в этом направлении в будущем году? С таким вопросом обратились журналисты к заму главы. В 2015 году выделено 10,8 миллионов рублей отремонтировано, 4,1 километра автодорог. Для выполнения мероприятия по безопасности дорог в городе необходимо отремонтировать 31,5 километров дорог. По РАИП 2014 года выполнена проектная работа по строительству 3 мостов, которые находятся в аварийном состоянии. На основании положительного заключения госэкспертизы на строительство мостов необходимо выделить 29,5 миллионов рублей. В Госстранце РБ информация у нас в полном объеме предоставлена. Надеемся, что по заказу
у нас будет включен на финансовый 2016 год и определена сумма в размере 22,9 миллионов рублей. Это на продолжение работ по капитальному ремонту дорог в нашем городском округе. На протяжении нескольких лет жители 3-го микрорайона испытывали определенные трудности. Для решения возникшей проблемы было принято решение о реконструкции блочных котельных на улицах Достоевского и Матросова. Основная работа уже выполнена. Осталось единственное, на сегодняшний день заказчикам-подрядчикам произвести пусконаладочные работы. В целом эти два объекта построены, проложены все линии электропередач, линии теплотрассы, водовод построен в полном объеме для данных котельных. Не осталось без внимания и работы, проведенные по инженерным коммуникациям. Начиная с 2014 года в микрорайонах построены водопроводных сетей более 14 километров на сумму 26 миллионов рублей, газопроводных более 3 километров на сумму 3 миллиона рублей. В деловом разговоре с представителем администрации речь сошла и о деятельности предприятия жизнеобеспечения города. Все организации ежедневно работают над тем, чтобы сибайцы жили в комфортных условиях. Что немаловажно, отопительный сезон начался своевременно. По проблемам ЖКХ у нас то, что в этом году была построена и введена в эксплуатацию новая нитка теплотрасса от котельной Зауральской ТЭЦ до основной теплокамеры, находящейся по улице Булякова. Что это нам дает? Это, во-первых, дает качественную подачу тепла во все наши жилые дома. И то, что объем подаваемого теплоносителя он увеличился. То есть в связи с тем, что была заменена труба 600 на 700 трубу. Очередной диалог власти с представителями СМИ состоялся. Впрочем, год еще не закончился, а потому окончательно говорить, стал ли он удачным или нет, пока еще рано. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.